Евгений Михайлович, добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Все замечательно. Сегодня праздник, 23 февраля. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мужчин. Все отлично. Очень рад, что принимаю участие в вашем проекте. Ну, постараюсь вам быть полезным, интересным. Что делаете? Вообще, чем занимаетесь в последнее время? Понятно, что большую часть времени, то есть это, конечно же, работа. Мгм. Это школа, это уроки, все, что с этим связано. Но чуть-чуть времени остается на хобби, на семью. В принципе, как у всех. Как вы стали учителем? У меня не было конкретной цели, и уж тем более мечты стать учителем. То есть это все пришло спонтанно. Закончил школу, поступил в университет. Всегда нравилась история, всегда нравились гуманитарные науки. Поэтому, собственно, поступил на историка. Я начал работать, когда мне было 19 лет, по-моему. Мгм. Я учился на 3-м курсе. И первой моей работой была продажа сотовых телефонов. Свое будущее я видел в этой сфере. То есть что-то с продажами связано, ну, какая-то коммерческая составляющая. Мне поступило предложение, ну, от завкафедры, попробовать поступить в аспирантуру. Мгм. Ну, собственно, я этим воспользовался. И вот уже обучаясь в аспирантуре, началась педагогическая практика, педагогическая деятельность. Ну и постепенно это все меня заинтересовало, я втянулся и понял, что, в принципе, с этой профессией хочу свое будущее связать. Что такое хороший учитель? Для меня, в первую очередь, хороший учитель – это тот человек, который заряжает своих учеников положительными эмоциями, который мотивирует своих учеников к получению новых знаний и который, помимо академических знаний, дает какие-то реальные навыки, развивает те компетенции, которые детям пригодятся в будущем, в их взрослой жизни. Как проходят ваши уроки? По-разному, честно могу сказать. Мгм. Чтобы приготовить идеальный урок, ну, идеальный, опять же, на мой взгляд, нужно потратить достаточно большое количество времени. Участвуя в конкурсе «Учитель года», вот, основное испытание этого конкурса как раз-таки показ открытого урока. Ну, Мгм. то есть открытый урок конкурсный, он должен быть идеальным. Учитель должен показать все то, что он умеет с профессиональной точки зрения. Мгм. Вот свой конкурсный урок на республиканский этап, то есть я готовил, ну, примерно 2-3 недели ежедневно. Вот это получился урок, но, можно сказать, с моей точки зрения, близкий к идеалу. Понятно, что в реальной обстановке, когда уроки идут каждый день, и их не один, а, допустим, 6, 7, 8, Мгм. идеальный урок подготовить тяжело. На своих уроках я все-таки пытаюсь придерживаться какой-то определенной концепции и реализовывать ее. Мгм. То есть, ну, современное российское образование, оно реализуется по именно среднее образование, по федеральному государственному образовательному стандарту, это аббревиатура ВГОС, ну, все ее Мгм. знают в принципе. Он составлен на основе международных образцов, но есть программы международного бакалавриата, то есть которые также строго прописывают, какие этапы должны быть в уроке, как урок должен проходить. Мгм. Поэтому для меня самое важное – это несколько определенных составляющих, которые я в различной степени, в различном виде на своих уроках пытаюсь реализовать. Первый – это обязательно мотивация. То есть нужно создать какую-то мотивационную ситуацию в начале урока для того, чтобы, ну, привлечь просто внимание учеников к данной теме. Мгм. В ходе, ну, мотивации может быть все, что угодно, абсолютно. От вопроса какого-либо, заканчивая показом видео, аудиофрагменты и так далее. И я всегда стараюсь, чтобы на уроке присутствовала какая-то глобальная концепция. Это те вещи, на которых, в принципе, строится само человеческое общество. То есть это какие-то нравственные, моральные качества, и они нужны для того, чтобы наше общество, в принципе, нормально развивалось, и чтобы люди понимали, в чем ценность их жизни, ценность жизни других людей, чтобы они, в принципе, понимали, как следует вести себя в этой жизни и по отношению к другим людям. Мгм.
И третья составляющая – это, безусловно, по возможности стараться показать, как знания, полученные на уроке истории, обществознания, пригодятся в дальнейшей жизни, как их можно применить и какую пользу они сыграют, но могут сыграть, принести в повседневной жизни. Вы упомянули, что у вас еще остается время для хобби. Сейчас это фитнес, тренажерный зал. Но я люблю этим заниматься. То есть это очень помогает в плане снятия стресса, выплеска негативных эмоций, Да. в плане поддержания душевного равновесия. Ну, вот читать люблю, безусловно. Но в основном сейчас это не художественная литература, профессиональная. М, Недавно прочитал книжку про систему финского образования. И как? Да, как устроены финские школы. Крутая книжка. То есть о финской системе образования слышал очень много, и поэтому решил познакомиться с ней, так скажем, из первоисточника. Мгм. Написал ее американский учитель, который 2 года жил и работал в одной из школ Хельсинки. Мгм. И, собственно, поделился впечатлениями о том, как устроена система образования в Финляндии изнутри. Дети, когда идут в финскую школу, Мгм. маленькие финские дети и не только, они улыбаются, они рады, они счастливы, и из школы они не хотят уходить. А если и уходят, то у них тоже положительные эмоции и улыбки на лице. Вот это самое главное. То есть, на мой взгляд, это то, к чему, в принципе, должна стремиться любая система образования. По возможности надо приходить к тому, чтобы дети получали от учебы удовольствие. Потому что не только учеба, а любая деятельность, которая сопровождается позитивом, положительными эмоциями, будь то трудовая деятельность, общение с какими-то людьми, да все что угодно. Если человек это делает с удовольствием, он это делает хорошо. Вообще вам нравится ваша работа? Мне да, честно могу сказать. То есть педагогика мне нравится. Мгм. Но даже несколько лет назад, буквально 5 лет назад, когда я еще не работал в 19-й гимназии, честно, я задумался над тем, чтобы сферу деятельности сменить. Мгм. Но затем остался. Мне повезло, стал я учителем в нашей школе, в школе 1.9. Произошел и мой профессиональный рост, Мгм. и мотивация моя выросла, и, в принципе, я не пожалел, что в педагогике остался и продолжаю учителем работать. Сложностей много, Мгм. но все эти проблемы, в принципе, решаемы. Было бы желание развиваться, становиться лучше, и это все преодолимо. Насколько хорошо дети знают историю, и как вообще у нас в стране, в принципе, историческая наука, на каком уровне находится? Историческая наука Мгм. традиционно, она сильна в России. Это, ну, это факт. Мгм. Понятно, что история меняется. Ну, меняется в плане того, что различные исторические события в различные исторические эпохи трактуются Да. по-разному. Это все понятно, но как наука, то есть исследования ведутся, историки работают. Другое дело историческое образование, то есть само преподавание истории. Мне, конечно, тяжело дать ответ на этот вопрос, и я не могу с уверенностью сказать, что вот все дети, которые закончили 9 классов, они владеют основами истории. Ну, хотя бы истории России. Потому что, ну, я не уверен в этом. Мне кажется, здесь проблема, ну, в первую очередь, надо вопросы задавать к учителям. То, как история преподается, как она преподносится, соответственно, может ли учитель, опять же, мотивировать детей, заинтересовать их историей. Потому что, ну, в 11 классе вот это очень ярко видно. Кто-то сдает физику, кто-то сдает химию, кто-то сдает биологию. Логичный вопрос, зачем мы на истории? То есть, если она нам не нужна, если нам нужна физика, нам нужна химия, ну и другие предметы. Этот вопрос, он имеет право на существование. Потому Мгм. что, понятно, выпускник, он хочет сдать ЕГЭ на максимальное количество баллов, и он понимает, чтобы для того, чтобы сдать, надо как можно больше работать. Это правильно. Как выйти из этой ситуации? Не знаю, честно.
То есть я сам в поисках, для меня это на самом деле острая проблема, моя профессиональная, именно как замотивировать детей, особенно в 9 и в 11 классе, когда сдаются выпускные экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас очень много дискуссий о том и слухов, стоит ли вводить обязательно ЕГЭ по истории. И когда учебный год начинался, вот это 2018, приезжала про нашу школу, ну, сюжет снимали, «Россия-1», федеральный телеканал, и как раз-таки вот этот вопрос задавался, стоит ли вводить обязательно ЕГЭ по истории. Я ответил, что да, стоит. Не потому, что я учитель истории и как бы считаю, что вот история, она главнее всех предметов. Нет, культурный человек отличается от бескультурного тем, что он знает, по крайней мере, концепцию исторического развития своей родины. Это во-первых. Но и во-вторых, если говорить об обязательном ЕГЭ по истории, то, конечно, целесообразно его разделить будет как математику на базовый уровень и профильный. Все пусть сдают базу, ну, что покажет, что человек владеет элементарными знаниями, что он понимает, что Куликовская битва и Ледовое побоище – это разные сражения, что Иван Грозный и Петр I, ну, они жили в разные исторические эпохи. Это правильно, то есть без знания истории у народа нет будущего. А как дела с историей Татарстана? История Татарстана, она преподается в школах? Да. Но, так скажем, история Татарстана, она включается в просто предмет история, ну и, соответственно, отдельные часы, отдельные уроки в контексте изучения истории, это история Татарстана. То есть, как такового отдельного предмета нет. Но достаточно этих часов? Ну, история России – это богатая история и включает в себя достаточно большой хронологический период. И умудриться еще в рамках этих 2 часов как-то подробно остановиться на тех исторических процессах и явлениях, которые происходили в Татарстане, тяжело. Просто элементарно не хватает времени. Но по возможности стараемся так или иначе детей познакомить с теми событиями, явлениями, процессами, которые происходили у нас, в нашей республике. Но это важно, это потому что мы все здесь живем. То, что было, происходило раньше в Татарстане, оно напрямую касается сейчас нас, ну и, собственно, будет влиять на то, что происходить в будущем будет в нашей республике. То есть, получается, есть всемирная история, история России, история Татарстана. Да. А если, например, просто всемирная история и история России брать, то на них хватает времени? Нет. То есть, получается, если еще история Татарстана добавляется, еще больше не хватает? Ну да, да. Замотивированный ученик, он то, что учитель не успел рассказать или подробно изложить на уроке, если ему это интересно, он придет домой, в любом месте, когда у него появится свободное время, возьмет свой смартфон, набьет в поисковик запрос нужный ему и найдет все те сведения, которые ему интересны. Поэтому здесь вот, ну, мне кажется, выход такой. Опять же, учителям более грамотно подходить к планированию, к подготовке своих уроков. Евгений Михайлович, где вы родились? В городе Вятские Поляны, Кировская область. Поступил в университет, переехал в Казань. С 2004 года живу в Казани. Каково это приехать в Национальную Республику? Так давно было, вспомнить. Но на самом деле каких-то проблем у меня, в принципе, с тем, чтобы адаптироваться в Татарстане, не было. Именно что касается культуры, социальной составляющей. Потому что мой город на границе Татарстана и Кировской области, буквально 5 минут, и ты уже в Татарстане. И поэтому в моем городе татарская диаспора, она очень большая. У нас и бантуи устраивают, ну, и были, и сейчас проходят. И среди моих друзей, которые тоже родом из моего города, достаточно, ну, небольшая, но есть татары. То есть мой лучший друг, с которым я дружу с 10 лет, то есть уже 20 лет, он татарин. Поэтому, в
принципе, с татарской культурой, традицией, религией я был знаком, и с татарским языком в том числе. Мгм. Сложности не было, так скажем. Это развитие в любом случае, это культурное обогащение. Поэтому я видел в этом только позитив. Мгм. Но считаете ли вы, что, в принципе, нужно в республиках изучать язык, который является Родной. государственным, да, в этой Конечно, республике? безусловно. То есть, как иначе? Мне самому стыдно, что я татарский язык не знаю. Честно, 15 лет живу в Татарстане, в Казани, и в университете 3 или 2,5 года я учил татарский язык. Мгм. Но вот, видимо, плохо меня учили, потому что я, то есть, ну, татарским не владею. Мгм. Мои знания-то ограничиваются какими-то отдельными словами. Речь я разговорную не понимаю. Ну и, соответственно, говорить тоже не могу. 3 или 2,5 года — это Да, то очень есть много. это, ну, 4 семестра, 4 или 5, то есть, ну, 4 семестра — это 2 года учебы. Мгм. И, соответственно, ну вот так. Поэтому стоит, говоря о том, конечно, знать надо язык и элементарно, но это часть культуры, это основа культуры. И ни одна нация, ни один этнос не может двигаться без развития языка, без знания своего языка. Но вот к тому, что я не знаю, хотя учил 2 года, есть определенные вопросы. Может быть, меня не тому учили или Мгм. как-то не так учили. Если, то есть, ну, в принципе, не глупый человек не смог элементарные азы Мгм. освоить. Вот. Мне почему-то кажется, что если пожить месяц просто в татарской среде, где общаются исключительно на татарском Мгм. языке, за этот месяц я, наверное, татарский язык узнаю гораздо больше, и навык татарского языка у меня будет намного более качественней, чем, собственно, вот за 2 года его обучения ему в университете. Ну, в принципе, за 15 лет был ли случай, когда нужно было знать татарский язык? Была в нем необходимость? Не могу вспомнить, чтобы вот прям уж Мгм. очень крайняя необходимость, но когда необходимость возникает, когда люди разговаривают на татарском языке, а ты не понимаешь, о чем идет речь. Мгм. Вот. То есть это элементарно. И на самом деле, как бы, человек просто же на подсознательном уровне начинает себя некомфортно чувствовать, Да. когда люди разговаривают при нем о чем-то, а он этого не понимает. И тут вопрос опять нужно задать не к людям, которые общаются на этом языке, потому что они-то друг друга понимают. Вопрос Мгм. надо к себе задать, потому что ты не понимаешь, и это твоя в первую очередь, собственно, проблема. Мгм. Поэтому вот так. С кем из исторических личностей вы бы хотели встретиться и поговорить? Те люди, которые живут сейчас, они М, не подходят, Любая личность? которые оставили свой значительный след в Да. истории. Я бы хотел поговорить с Цезарем, Мгм. интересно, с Иваном Грозным, Мгм. с Петром Первым, с Александром Вторым, с Лениным, вот. Со Сталиным, не знаю, наверное, побоялся бы я общаться. С Леонидом Ильичем Брежневым, Мгм. вот. Ну и, конечно, хотел бы с Владимиром Владимировичем Путиным тоже встретиться. Я, кстати, Путина вживую видел. Мгм. Когда я учился в 11 классе, а я хорошо учился, я школу закончил с золотой медалью, ну, что-то вроде бонуса, поощрения, меня отправили на новогоднюю елку кремлевскую. Мгм. Вот, то есть проходила она в Кремлевском дворце. Сидят дети из разных регионов, я в том числе. И как раз-таки Владимир Путин поздравлял нас. То есть Мгм. я его видел примерно где-то на расстоянии 20-15 метров. Вот так Мгм. вот. 2003 год заканчивался. Вот. То есть первое президентство получается. Да. Это те исторические личности, при которых произошли значимые события в истории России, которые, ну, в принципе, очень сильно определили ее развитие Мгм. дальнейшее. И хотелось бы узнать мотивы, почему эти люди действовали именно так, какие цели они перед собой ставили. Мгм. И хотелось бы
понять, как бы они сами оценили результаты своей деятельности. Сейчас в 11 классе, и перед нами, ну, скорее всего, университет. Но что будет дальше, какое предназначение в жизни, какая работа, что мы пока ничего не знаем об этом, и хотелось бы услышать какой-нибудь совет, что-нибудь, какое-то назидание Ну, выпускникам. Амиль, вы не знаете, и мы тоже не знаем на самом деле, что нас ожидает. Это такой тренд современного мира, который, ну, можно встретить и достаточно в большом количестве источников. Мир меняется очень быстро, и, собственно, мы не знаем, в каком мире мы будем жить. Поэтому какой совет можно дать и вам, выпускникам, и нам, то есть людям уже, так скажем, взрослым, да, нужно быть готовым к изменениям, нужно быть готовым к тому, что современный мир выставляет требования. Если ты хочешь оставаться конкурентоспособным, если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь быть востребованным на рынке труда, то нужно быть готовым к постоянному совершенствованию, к постоянной работе над собой. И нужно быть готовым к тому, чтобы узнавать что-то новое, учиться чему-то новому, развивать различные компетенции. Это так, и чем быстрее человек это поймет, тем, в принципе, лучше для него будет адаптироваться в меняющихся условиях. 11 класс, у вас сейчас все мысли о ЕГЭ. Это правильно на самом деле. То есть ЕГЭ – это, ну, важный жизненный этап, который, в принципе, во многом определит дальнейшую вашу судьбу. Но я вам просто хочу сказать, что ЕГЭ – это, он закончится, он пройдет, все сдадут его по-разному, но жизнь будет продолжаться, и ЕГЭ – это лишь этап. И вот это нужно понять, не максимально на нем. Понятно, ему нужно уделять очень большое внимание, но зацикливаться на нем и считать, что ЕГЭ – это вот ядро, вокруг которого я буду строить свою дальнейшую жизнь, вообще не стоит. Это путь, на самом деле, в никуда, это путь в депрессию, это путь в психическое расстройство, ущерб своему здоровью и так далее. Постарайтесь получать удовольствие от последнего года учебы в школе, но уже, получается, от последних нескольких месяцев, от этой подготовки к ЕГЭ. И будьте позитивными, будьте открытыми для людей, будьте открытыми к тому, чтобы узнавать и учиться чему-то новому. Тогда, я уверен, успех будет всегда с вами.